Вот, запись началась. Ну, ой, давай Куцком, я вот вижу старичков. Так, давайте, ну ладно, не будем знакомиться, уйдет много времени. Тем более не у всех, видимо, есть звук и так далее. Давайте, Софи, давай тоненет Куцком. Софи, давай начнем с тебя. Я тебя попрошу, вообще, давайте первые ваши впечатления, как вам текст? Сложный, ну, Софи, понятно, ты носитель, да, тебе, наверное, не так тяжело было, а вот остальные, кто читал текст, вот по 10-бальной шкале сколько? Кто читал? Есть кто читал текст вообще? Есть. Мне было довольно трудно, потому что в целом у меня уровень такой. Ну да. Знающий, вот мне было мало чего понятно. Угу. Людмила, вам как? Вы смотрели текст? Смотрела. Ну, 6 себе поставила. 6-7. Ага. Так, у нас там Артем или Тёма? Как? Я пока еще болею, вот сегодня не прочитал текст. Ой. Да. Можете отдыхать еще? Да нет, так-то нормальное состояние. Нормально? Ну, слушать нормально. Да, в следующий раз прочитаю. Ладно. Коля, получилось со звуком? Quara potizа? Коля? Коля, тонтатын? Коля, ты не велбгай. Надя, а тебе как текст сложный показался? И Катя, как вам текст? Честно сказать, я совсем забыла про текст. И либо пропустила, либо мне его не скидывали. Я думаю, что я пропустила, потому что, ну вот сейчас примерно я понимаю здесь, что происходит. Да, сестра ее подбросили. Ладно, давайте работать с текстом тогда. Я говорю еще раз, следующий текст будет гораздо легче. Это вот просто такой был стартовый текст, и поэтому, если вот с этим текстом не случилось любовь и понимание, то со следующим будет легче. Итак, Софи, давай одно предложение лучше, но берег ты. Одно предложение читай и переводи, и я буду комментировать по формам. Та дуньелен интияс, нырыщик не номер на ВЛМТ. Давай еще одик предложение. Котырак, одик вугине. И ой до берег то мали. На месте этого мира вначале не было ничего. Давайте, да, вот сейчас разберем прям по грамматическим, да. Во-первых, какая форма глагола чаще всего встречается здесь? Скажем так, какая форма прошедшего времени подсказывает? ВЛМТ? Ну, неочевидная форма прошедшего времени, да, вот, то есть у нас ВЛМТ это такой более южный вариант, потому что северяне как скажут? Не ВЛМТ, не было, оказывается, а как по-другому скажут? Эйвал? ВЛМ. ВЛМ, то есть это синонимичная конструкция, в южном варианте неочевидная форма прошедшего времени, к ним суффикс «мт» добавляется. Неномырно – это местоимение, да, номерно – ничего, неномырно – это еще более усиливающееся за счет «не». Вот, нырыщик в первую очередь, во-первых, и та дуньелен интияз, инты – это место, интияз в его месте, то есть это местный падеж с притяжательным суффиксом, да, и притяжательная конструкция, там, где лен обязательно, это вы, наверное, помните. Котырак, да, котыр – это вообще круг, котырак повсюду, одигвугине только вода одна, да, одна вода. Ой. Киношоу «Жазна текстом». Кто еще работал с текстом? Кому еще дать почитать, чтобы... Ну, я могу почитать, но я вряд ли переведу. Ну, хорошо, хорошо, давайте тогда я буду всех просить почитать и будем пытаться переводить вместе. Семен? Инмаро ты баджин пежену я савит лем.
Дальше или? Ну, давайте попробуем этот разобрать сначала. Давайте. Так, ну, Инмар это бог. Да. Вот Ветлэм... ты, Мгм. это форма один какая или нет? Это нет, не Нет, один, это нет. Да, похоже на ты как порядковое числительное. О, ты там. Это как бы по поверхности там. Это падеж. Мгм. от ты это по поверхности, да? Ну да, да, да. То есть там, то есть по воде вот имеется в виду, да, по поверхности воды. Мгм. Ну, Баджим большой, Мгм. и Пыш Ветлем, ну, он как-то шел, наверное, да, где-то? ходил или оказывается, да, то есть основное значение у ветлыны это ходить, передвигаться, но здесь добавляется деепричастие у яса. Вспоминаете, да, суффикс са, это суффикс деепричастия, образа действия, каким образом. У яса ветлем, плавая, передвигался, да, если вот так переводить. Но литературно мы просто переведем плавал. Да? То есть мы могли бы заменить уяса ветлем формой уям. Да? Он плавал, оказывается. Пыж – это лодка. Пыжен – это творительный падеж лодкой, да, на лодке. То есть транспорт мы в удмуртском языке используем через творительный падеж. Я еду на поезде, поезден мынышко, пыжен уяшко и так далее. То есть про транспорт, пыдын мынышко, иду на ногах, ногами, это все у нас через творительный падеж, суффикс н, ен, в некоторых случаях ын. Умой, Людмила. Так, получается, что Бог плыл на лодке по морю. Плавал по воде, по морю на большой лодке. На большой лодке. Да, то есть не было ничего, был только океан, вода безграничная, и Бог плавал по этой воде на лодке. Угу. Людмила. Akpol Inmar Kızia limon taçidun ne kıldıtom şuysa şeytanız ötem kosem soye tonmen tavu puşki pırısa pıdısestis maye keşettit mıным так имынит поты. Имынит поты. Имынит потты, да, смотрите, здесь какие моменты. Кыжи произносим, мягкое з произносится как ж. Кыжи, кыжи. Кызи. Ж, да, кыжи. Дальше. Отем. Угу. И дальше, там, где у нас повелительное, там у нас ударение на первый слог. Имынит потты. Имынит потты. Имынит потты. Угу. Ой, долучком. Тогда Окпол это однажды, да, запомните, это слово будет часто встречаться. Однажды Инмар, Кызи, так как я здесь на этом здесь, месте. смотрите, вот здесь, да, у нас прям вот выделено это предложение запятыми, и мы здесь видим, что у нас здесь есть форма шуса, да. Форма шуса, вообще она, это какая часть речи, это что? Деепричастие. Деепричастие, но иногда бывает еще союз что. Но здесь мы переведем именно как деепричастие, то есть говоря, кыжи монали тачиду не кылдытом. Как так? Как я здесь, на этом месте, что-то сделаю? Да, как я сюда создам мир? То есть однажды Инмар, говоря, как сейчас я здесь мир создам. Дальше что он сделал? Позвал шайтана, шайтанес этим, и приказал ему, да, ты иди прямо в воду,
пыдесы. Так, ногами что-то, если найдешь. Та вупушка пырыса, давайте разберем, чтобы грамматически всем было понятно. Вупушки, внутрь. да, то есть внутрь воды, пушки, Внутрь пуш, воды, да. это после лог, да, пырыса, это деепричастие. Ты иди, зайдя в эту воду, пыдес – это дно, не пыдес, а пыдес – это дно, до дна, то есть со дна. Смотрите, слово пыдес вам может встретиться в таких словах, как, сейчас я запишу, пыдес – это дно, да, вообще, и есть ерпыдес, и есть пыдес. Что думаете, что это? То есть пыдес – это дно, а Это типа ой, у кого? Что? Ерпыль это голова. Ерпыль это же, по-моему, простокваша. Елпыт простокваша. Я попутала. Ерпыдес, как вы... Да? Да. Словарь помощь. А ерпыдес что это? То есть дно ноги – это ступня, подошва, а ерпыдес как Наоборот, бы дно. шея. Коленка. Макушка, темечко. макушка, да, как бы самые высокие точки, то есть подошва самая как бы низкая точка, как бы дно, да, а у головы дно вот на макушке, ну, такое восприятие, да, у внутрь, вот. И ну, дно там какой-то посуды, это все пыдес иштыс, типа со дна, там, да, возьми со дна, там, соскреби со дна тоже может быть. И вот здесь пыдес иштыс с его дна, то есть само слово пыдес это дно, пыдес иштыс, тоже мой, Коля, вот, пыдес иштыс с его дна, да, и дальше продолжаем, Людмила. Если что-то найдешь, то достань. Имынит поты. Чем достань? Руками, ногами. Имынит рука, нет, ртом. Да, это рот. Имынит своим ртом, да. Имын это ртом, ит указывает, что твоим ртом. То есть, если ты найдешь что-то на дне, иди спускайся до дна, там заходи в воду, спускайся до дна. Если что-то найдешь, ртом вытаскивай. Да? То есть вот такой был приказ Ильмара Шайтану. Здесь обратите внимание, у нас здесь есть условное предложение. Если ты что-то найдешь, да, в русском языке мы говорим в будущем времени. Достань. Да? В удмуртском мы говорим, если ты нашел, вытащи. Понимаете, да? То есть шепит – это прошедшая форма, то есть условное предложение у нас через прошедшее время построено. Угу. Умой. Надя. Ага. Шайтан вупуцы, лычканы кутьем, мур волен пудес не нокыжи ногу пуется. Шайтан, наверное, начал лычканы спускаться, наверное, да? Да, лычканы спускаться. Угу. Шайтан начал спускаться в воду, мур волен пудес не нокыжи. Вот слово мур я не поняла. Мур волен. Глубина. Глубокий, да. И говорит, что до глубины никак не может дойти. Ну, глубоко не может. То есть тут два раза одно и то же слово вупыдес, да? Вупыцы на дно воды и вулен пыдесас на дно воды. То есть здесь одно и то же как бы слово, конструкция, просто в разных падежах. То есть куцкем, да, тоже неочевидная форма прошедшего времени, начал спускаться, оказывается, не нокыжино. Если вы скажете нокыжино угвуы, тоже допускается. Не только усиливает это местоимение. Пе, да, пе
для чего мы используем пе. Пе это соответствует да, русскому мол якобы. Да? Есть еще какая форма еще очень близка к пе. Ну, точнее, как бы можно ее спутать. Она у нас встречалась. Пый. Пый. Да? Слышали вы употребление пе и пый? Пый, когда у нас употребляется? Коля, когда у нас пый употребляется? У Коли звук не появился, что ли? Смотрите, пый – это когда я говорю о себе, а пе – это когда я говорю от третьего лица, то есть передаю слова другого лица. То есть мон усиливает мои слова, пый усиливает мои слова, пе – передача для передачи слов третьего лица. От кого-то я знаю эту информацию и передаю ее. Марк у нас, да, появился тоже? Да. Тоже Марк. А можно Меня какой-нибудь слышно? пример с пы? Да. Пример с пы. Да, сейчас я напишу. Мон пый тунне сейчас. Мон пый ачим вы что? Я сама сделаю, да, например. Пый это немножко уже вот стадия, когда, так я же сказала, я сама сделаю. Ну вот немножко уже как бы усиливает, да. Если мы, да, для противопоставления монпе, что? Да? Казалось бы, то же самое, просто пы и пе. Но монпе что? Это я говорю про кого-то третьего. Да? То есть это для передачи слов третьего лица. Я, мол, сам сделаю. Да? То есть монпе что? Я сама сделаю, а монпе что? Это не про меня, это уже про третьего человека. А пы тоже обособляется вот запятыми? Да, это тоже вводное слово. Сейчас. Да, это вот прям уже пе и пы, это вот прям уже уровень такой, ну, носителей, скажем, да, то есть это вот такой уже удмуртский язык живой, advanced, да. Оль, а можно спросить? Да. А пы часто используют? Пы? Ну, это не умершая форма? Нет. Может быть, у вас на вашей территории реже используют, но вот очень Шаркан любит использовать, и у меня тоже очень часто в семье используют. Нет, это правда очень часто используемое слово. Умой, если у вас по ходу какие-то вопросы возникают, то вы либо пишите, либо задавайте, хорошо? То есть, если грамматически что-то непонятно, какие-то конструкции и так далее, чтобы у нас все было разобрано, понятно. Умой... Так, то есть, получается, шайтан начал спускаться на дно, и что, а в итоге что в итоге-то в этом предложении? И никак пока не доходит до дна, до дна глубокой воды. Коля, спасибо, очень хороший вопрос. Да, я его пропустила, хотя хотела на него остановить внимание ваше. Вот смотрите, кыжи дуне кылдытом шуса. То есть говоря, как же я здесь создам землю. Кылдытом, что это за форма? Это форма делиберативное будущее. Это, помните, я на прошлом уроке говорила. Оно грамматически оно равно будущее в форме мы, да? Микалдытом. То есть вот есть микалдытом, мы создадим, да, будущая форма. Микалдытом равно мы
создадим. Да, это понятно, это знакомая форма. То есть ми кылдытом, будущая форма. Кыжимон кылдытом. Да, здесь уже будет как же я создам. То есть это делиберативное будущее, которое обозначает риторический вопрос. И форма мон плюс будущее время, мон плюс будущее время в форме ми, оно будет обозначать, как же я должен. Помните, на прошлом уроке shall мы обсуждали, да? Вот. Было. Мон плюс будущее в форме ми. Это риторический вопрос, да? Немножко должен ли я там, да? Как я должен это сделать? Вот. Макарон табере, что мне теперь делать? Тоже, да? Макарон не табере, что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? То есть это, по сути, риторический вопрос. Что же мне теперь делать? Да? Макарон на табере. Кто был внимателен, и мы эту песню разбирали как на карантинном курсе, так и с группой, да, которая занимается, как, не знаю, старичками вас назвать, да, вот. Ку аджом на табере, лыз эмешкать шиньосте. Вспоминайте, была такая песня. Когда же я снова увижу твои голубые глаза? Да, тоже здесь ку аджом, когда аджом это вообще мы увидим, равно мы увидим. Кумон аджом, когда я увижу, когда это риторический вопрос, когда же я увижу, да? То есть это тоже уже грамматика уровня advanced, скажем так. Вот, спасибо, Коля, таубаджим за Юанпанна, вот, Коля, хорошие вопросы идут. В слове «пдс» дно выпадает вторая гласная, когда оно из существительного становится послелогом «пцы». Просто у меня звук не работал в начале урока, приношу извинения, если это уже обсудили. Нет, Коля, это не обсудили, спасибо тебе за качественные вопросы. Да, то есть «пдс» это дно, а «вупцы», «вупцин», да, там выпадает «ы». Угу. Умой. Мы остановились вот на форме туш, да, вот здесь тушки Мадыров часа. Катя, давай Фаршатова, Катя у нас. Тушки мадыр от часа, ракен по мешке. Кычиманашкот, дюа солешрак. Переводим. Время. После того, как прошло длительное время, встретился с раком, да, куда идешь? Тушки Мадыр орчаса, да, это правильно, это деепричастие, проходить, да, глагол орчины, проходить, пройдя. Но на русский мы можем перевести спустя, да, спустя много времени. Много времени. Ракен по мешкем, ракен встретился с раком, куда идешь? Спросил его рак. Да, по мешкем встретился, оказывается, да, то есть здесь у нас опять неочевидная форма прошедшего времени, куда ты идешь? Спросил его рак, солещ, да, у нас не кого спрашиваем, а у кого спрашиваем в удмуртском языке. Умой, так, Артем у нас болеет, слушает, правильно я понимаю? Марк, давайте вас тогда. Меня достал. Ну ладно. Вупицы вашкишко атышмарки щуриске имыным потто шуэм шайтан. Ну, я иду к дну воды, и то, что там попадется, должен во рту вытащить, сказал шайтан. А как переводится вашкишко? Спускаюсь к воде. Да, это очень частый глагол, спускаюсь к реке, да, удмурты. А тут спускаюсь к дну. Вупыцы, на дно воды, можно так еще. Ну вот щурис, это ведь я нашел в словаре, это то, что там попадется, то, что найду, должен притащить обратно во рту.
Вот ишмаркеш юриски, если оттуда что-то найдется, Да, то должен это притащить. щурто. Да. Где здесь уже сегодня встретился синоним глагола щурны, как он? Спасибо, Коля, вот это я Шеттыны, хотела шеттыны. спросить. Шеттыны, да, щурны и шеттыны – это синонимы. Но все-таки Щурыны. разница есть, по-моему. Нет. Шеттыны это найти, а щурыны тоже найти. Шедюны, вот, извините. Шедины, Щурны да. и шедюны – найтись. Найтись. А шеттыны – найти. То есть это уже Мгм. каузативный глагол. Да, точно. Да? Нет, текст, кстати говоря, очень милый. Шеттыны – найти. Да, в чем разница между лещкны и вашкны? У лещкны значение иметь свободное движение, то есть лежмоне, отпусти меня, да, а вашкны, например, если вы не в воде, а в пространстве, ну, там, например, живете в деревне, хотите к речке спуститься, это будет именно спуститься к реке вашкны, а лещкны – это собака отпустилась, например. И, ну, то есть это вот, знаете, лещкны – это вот движение вот такое. Всегда такое. А вашкны может быть и таким, и таким. Как бы перепад не такой большой, скажем так. Еще вот. То есть опускаться, отпустить в этом значении. А вашкны там, где ниже переместиться, там, где ниже. Не знаю, смогла я объяснить или нет. То есть нельзя сказать, что я спускаюсь к реке через глагол лещкны, нельзя, только вашкны. По лестнице, да, спускаться по лестнице только вашкны. Если спустить по лестнице кого-то, то это через глагол лежины можно, но это негативный контекст, то есть человека спустили по лестнице. Спустили с лестницы, да. Спустили с лестницы, да. То есть вашкны – это траектория имеется в виду какая-то есть, да, или что? Траектория в любом случае есть, если спускают с лестницы. Нет, у лещкны тоже есть траектория, какое-то движение все равно есть. Просто, ну, не знаю, сложно мне объяснить разницу, но лещкны – это именно отпустить, опуститься, отпустить значение. А спускаться, там нет слова как бы свободы, что ли. Понятно. Лещкны в более свободной форме лететь куда-то. Да. Спасибо. Лещкис отпустился там, пес отпустился или там лещкис, там бантик развязался, лещкис там, да, распутался, вот в таком значении лещкны. Угу. Так, да, вот это мы прочитали. Мои малпаны куцкит дальше. Да. Так, у нас, по-моему, еще не читала Оля. Да, давайте я. Да. Моє малпани пишу мрак. Монтавуин даскик улишко. І Даскик ар. Нінокуно. Даскик ар. Улишко і ніно. Нінокуно солеш пидесе, аджиме волна. Что думать начинаешь? Что думаешь? Что ты задумал, да? Да, что ты, ну если буквально, что ты думать начал. Угу. Да. Что ты подумал, да, можно так перевести. Что ты задумал? Что ты задумал? Я в этой воде 12 лет живу уже, и никогда у нее дна еще не видел. Да, здесь вот тоже давайте обратим внимание вот на такую замечательную конструкцию «аджеме эвел», да? Никогда не слышал. Тоже, значит, «аджеме эвел» это что у нас? Отглагольное существительное. Видения не было. Плюс эвел. Да? Не было опыта вот еще никогда не что-то там. Угу. Вот. Плюс еще там лично притяжательный надо суффикс.
На что это похоже? В том смысле, что где мы еще такие конструкции используем, вспоминаете? Да, старички? Мне очевидно прошествие времени. Нет, вот такое глагольное существительное плюс лично-притяжательный суффикс. Мне хочется, не хочется, вот это вот. Правильно, да. То есть это вот как раз конструкция хочется, Вот не хочется. То есть хочется. Ну тут без поте. Ну и Да, да. тут без поте, но от глагольное существительное тоже. От глагольное плюс лично-притяжательный Да, суффикс. моего видения не было. Притяжательный. Да? Аджеме, поте, например, да? Мне хочется увидеть. А здесь аджеме эвел. Не было моего видения, да. То есть у меня не было такого опыта еще, что никогда не видел. Кылэме эвел, да, может быть, вы от меня слышали. Кылэме эвел. Никогда не слышала. То есть уже здесь будет скрываться слово «никогда». То есть не было в жизни никогда такого опыта. Никогда не слышала, никогда не слышала, да, в зависимости от того, о ком речь. Умой. Не нокуно, здесь вот тоже не как усиливает. Если вы скажете нокуно, это тоже, ну, в смысле, это работает уже никогда. А не нокуно это то же самое, просто плюс еще не. Видимо, это, знаете, как бы к удмуртскому добавили русское не и усилили тем самым. Поэтому здесь не нокыжино, никак, не номырно, ничто, да. То есть все через не, они усиливают эту систему. В словаре это есть, написано просторечное с пометкой. Понятно. Угу. Ну давай, Оля, еще последний вот это. Ой, да чок. Ойдо, чока лилочку, шлем шайтан. Давай, пусть, ну, чок, сейчас спущусь, сказал Ну и шайтан. пусть. Да, ну и пусть. Ой, да чокали. Ну и пусть. Вы можете вот эту всю фразу целиком запомнить, как ой, да чокали. Ну и пусть. Ну и ладно. Ой, да чокали. Да? Вообще шайтан тут такой милый, особенно со щеками. Сказал шайтан, да. То есть, мой. Давайте Семен, да. О, так. Тужно тушки ма вашкеса. Шайтан мрдем волен педастер. Но. Татыч лоземас баштеса джутскем. Лоэз. Мне самой сложно произнести. Татыч лоэз. Лоэземас. Маз са джутскем. Вверх тычком переводим. Вашкеса. Что за форма? Са. Спускаясь. Да. Помогу как бы. Очень и очень долго спускаясь. Акима это... Долго. Долго, да? Понятно. Так. Долго спускаюсь. Шайтан. Чтобы вода хорошая была. Мыр это дно, это... Стоп, нет, мыр это... Мырдем это ведь Е2. Мырдем пока оставьте. Вот переведите то, что вы видите. Мырдем тут как бы не сильно меняет ситуацию. Да. Попробуйте вот как бы основные вехи перевести, а потом вот эти все мелочи мы переведем. То есть главное взять кто и что сделал, да? А все остальные вот эти мелочи наречия мы их добьем. Вот вуэн, да? Что это? Вулен 50 до дна воды, я так понимаю. Да, добрался до дна воды. Мырдем это с трудом, еле как. А вуэм это добрался? Или... Да. Достиг. Вуны, у него очень много значений. Достигать, созревать, успевать. То есть у него очень много значений, надо по контексту всегда смотреть. Достигать, созревать и
Что я сказала еще? Успевать. Вот. Да, очень Так, много. хорошо. неуклончивых. А мрдем, Мрдем с трудом. это в какой форме? То есть там изначально... Наречие. Наречие. У него нету другой формы. То есть мрдем, у него нет вообще других, корень даже не просматривается для меня. то есть там слово сложность, трудность. Нет. там другой. М-м. Может быть, раньше было, вот просто запомните мрдем еле как, и никаких производных от него неизвестно. Так, хорошо. Так, дальше. Татыш луэзем и маз бештесерским. Ло, подскажу, ло – это песок, да, или галька еще может быть, да. Суффикс, то есть здесь у нас есть еще слово татыш, это как уже прилагательное воспринимается. Татыш, что это? Татыш, это же оттуда, как бы, откуда-то? Отсюда, да. Да. То есть, в искали форме это как прилагательное уже используется, но я не очень представляю, как... здесь, да, я просто в целом говорю, что и оттуда тамошнюю, как бы со дна, да, со дна воды, тамошнюю гальку или тамошний песок. Так, баштаны, я забыл, что это значит, честно говоря. Баштаны – это брать. Так, да. Джуцкем я тоже не помню. С собой поднялся. Да, это антоним башканы. Угу. То есть он, взяв песок со дна, поднялся вверх. Или... Да. Угу. Умаз, взяв в рот, поднялся. Да, то есть что у нас произошло? Значит, рак ему говорит: что ты надумал вообще, тут ничего нету, я тут столько 12 лет живу, ничего тут не видел. Но шайтан получил приказ, он долго-долго спускался, наконец до дна добрался, взял песок в рот и начал подниматься. Ну или поднялся даже уже, да. Людмила. Инмар луазе ымыштыс пазгыны косем. Одык гизизено и ымыт ымат энкельты. Гижи, да, там где з с мягким знаком, везде ж. Гижи, пажгыны и так далее. Гижи. Здесь снова слово ло. В какой форме стоит з? Это что у нас здесь? Третье. Вот Юли нету, да? Юля бы у нас сказала. Аккузатив с лично притяжательным суффиксом. Она фанат. Косем, да? Давайте тоже вот по принципу. Вот у нас есть инмар, он, как сказать, субъект, да? То есть он здесь подлежащий. Что у нас здесь основной глагол какой? Косем. Да, заставил. Инмар заставил. И да, велел там, да, что он велел? Пажгны. Все выплюнуть. Да, мышцы пажгны. Выплюнуть. Пажгны это вообще, вдребезги что-то, разбить на мелкие кусочки. Рассыпать, да. То есть, вот для меня это слово само уже звучит как осколки какие-то, да? Да, кстати говоря, согласен. Угу. Инмар велел этот песок изо рта выплюнуть, да, выбросить, выплюнуть. И что еще он сказал? Гизезе, это что-то я не знаю. Песчинку. Песчинку. Ни одной песчинки во рту не оставляй. Да. Угу. Да, энкельт, да, повелительное
Энкельте. Смотрите, есть гижи слово, может быть, вы близкое по значению знаете, слышали слово пыры, да? Может быть, слышали от меня, мне очень нравится это слово, чиры-пыры, мелочи. Нет, кстати, не слышали. Не слышали? Ну, Нет. исправляюсь. За 3 года не слышали. Пыры, мелочи, мне прям вот очень нравится это слово. Чиры-пыры. Так что... Оль, а удмурты говорят клем-мылем, или это только наша мама? Да, нет, говорят, клем-млем. Вообще удмурты любят вот такие сочетания, об этом я точно говорила. Клем-млем, остатки. Чего такое калем-мылем? Клем-млем, остатки. А, Калены остаться и мылены быть лишним. То есть, по сути, одно и то же. Чиры-пыры тоже, это одно и то же, просто вот, ну, как это по-русски, пример какой привести? То есть, когда два синонима ставят рядом для усиления, что ли, для как бы более такой трехмерной картинки. Да, то же самое с джечбур, да, по сути, здравствуй, Да. слово. Хорошо, хорошо, да. Клем-млем то же самое. И таких слов будет очень много. У вас будет текст домашний, дымбыр, шалтер называться. Это с грохотом переводится. Домашнее задание, дымбыр, шалтер. По идее, и дымбыр, и шалтыр – это все звукопередача звука грохота, падения какого-то, да? Вот. А тут их вместе поставили, и они еще больше усиливают и дают трехмерность звучания, я бы так сказала. Да? Вот. Да? То есть Инмар говорит, выплюнь все, ничего не оставляй. Да? Что у нас на это думает Шайтан, Надя? Мало медата Инмару дрик гизено имам уклеж Шайтан умыштыс луазе чисто пожгунте. Почему это Инмар ни одну песчинку сказал во рту не оставлять? Это вот, это я до запятой перевела. Да, Так. здесь можно, знаешь, можно, ну давай переведи, потом я скажу. Угу. Да, прочитал, что это он меня заставил ничего не оставить во рту, и в общем, и он действительно взял и пожгны, это же еще обрызнуть, это вот как будто он взял, как дети так изо рта кашу съебывают, чтобы во все стороны попал. Вот он точно так же делал. Шайтан все песчинки изо рта, ну, в стороны выплюнул. Нет. Вот нет, как раз. Нет. Чисто Оставил там пожгнте. Да, не выплюнул подчистую. Наоборот, ничего не сделал. Да? То есть давайте посмотрим. У нас основное предложение шайтан и мышты злозе чисто пожгнте. Да? Наоборот, не сделал. Да. Не сделал. Не выплюнул подчистую. Вот это же суффикс МТ. Да, пожгнте у нас тоже отрицательная форма неочевидного прошедшего времени, суффикс мт, да, и у нас и причастия тоже с таким суффиксом будут. Как мы иначе бы могли сказать более простой формой? Через «эвел»? Да, чисто «эвел» пожгем, да, то есть «эвел» плюс утвердительная форма неочевидного прошедшего времени. Чисто, ну, как бы еще у него есть значение совершенно в удмуртском языке, чисто маме искать, да, совсем как мама своя, и так далее. Вот, здесь шу мы снова не как союз, что переводим, да, который часто у нас в такой функции, а именно здесь говоря. Тут да, буквально, да, сказав. Да. И, скорее всего, союз-то от этого и образовался, то есть от причастия шуса, который, говоря, да, думая, переводилось, воспринималось, а потом как бы в такую форму перешло, как что. Малый меда, да, почему же меда для усиления? Меда это ли, же, вот такая усиливающая частица. То есть... То есть шайтан задумался, что это мне Инмар говорит, надо все выплюнуть.
и в итоге не Оставил. выплюнул все, да, оставил. Дальше разворачивался сюжет, прочитает Катя. Чё? Чё? Сокуву вуле пажгемло будуса мужем луэм. Музеем Луэм. Музем луэм. Так как он не выкинул гальку или песок. Нет. Соку. Что такое соку? Тогда Ну вот то, что выкинуто. Да, наоборот. То, да, что выкинул на воду в УВЛ, Да, на воду, пажгемло, галька, выплюнутая на воду, правильно. То есть, будуса, выросла и стала землей, мужьем. да. То есть вот это получается вугле пажгем, это у нас причастный оборот. То есть тогда галька или песок, выплюнутая на воду, растя, две части, стала землей, да? И здесь тоже у нас неочевидная прошедшая форма глагола, потому что это тоже не были мы свидетелями. Угу. Мой, Катя, Артем у нас отдыхает. Оля. Шайтанлен маз кельтем луэс, но будинок куцкем. У шайтана во рту оставленный песок тоже расти начал. Шонер. Угу. Здесь есть какое-то непонятное или что-то. Кельтем тоже, да, вот это у нас в зависимости от местоположения и ситуации, это вы могли в этом увидеть и отглагольное существительное, и неочевидную форму прошедшего времени, или как здесь, в части прошедшего времени. Да? Мой Марк. Шайтан лен имаз, это прочитали. Инмаршан шайтан лещ пыктылем бамьосе аджиса, малы тон мы начтым эт кылзишки, ады гижизено кельтете кушты шуэм валук. Верамно шайтане и мечты з музьемзе куштыны касем. Вот так много. Значит, Инмар, увидев надутые щеки шайтана, да, сказал ему, что почему ты меня не послушался и оставил песчинку во рту. Вот так вот смысл. И дальше заставил шайтана выбросить обратно, выплюнуть то, что осталось, оставшуюся землю, по-моему. Да. Давайте по грамматике еще разберем. Значит, Инмар шайтаныш пуктвем бамьоса джуса. Здесь я думаю, что все понятно. Смотрите, здесь притяжательная конструкция шайтаныш бамьосе, да? Щеки. Щеки у нас стоят в аккузативе, и поэтому шайтан не лен будет суффикс, а лещ. У нас, если объект стоит в аккузативе, то у нас уже конструкция меняется на другой падеж. Пыктыны – это опухать, да? Пыктоз – это опухоль. Вот. Да. Мало тон мы начтым от кылзышка. Вот эту фразу тоже можете себе записать, если у вас есть там кто-то в окружении со знанием удмуртского языка, вы можете им периодически «почему ты меня не послушался?» Вот да? тут сестры у нас есть, они могут говорить друг другу. Шуэм палук, я же сказал было выбросить, да, шуэм палук, ведь я же сказал было, то есть шуэм валук, да, я же сказал было. Вот. Верамно шайтанезм что муземзе куштыны косем, да. То есть, смотрите, куштыны это просто выбросить, а пажгуны это прям вот распределить, как бы, да, разбить на мелкие части. А куштыны это просто бросить, выбросить. Мой Семен. Муземес ойке луисал, вайндоне велин музем табака чошкит луисал. Да, тут у нас сослагательные формы, если бы не, да?
То есть суффикс «сал» — это у нас «бы», сослагательное наклонение. Ага. Так, то есть дот запятой это если бы не, да? Какое-то? Да, если бы не Так, если бы... не было. Угу. Если бы так, а музьеме, это на что было музьемес? Вот я не запомнил. Музьем — это земля, музьемес, когда мы видим суффикс «лен» и видим потом суффикс «ес», то Его это у нас, да, притяжательная конструкция. Да. А вот то, что между «мышты» с «куштем», это у нас причастный оборот. Мыштыс, а это не изо рта, как бы? Изо рта. Куштем, так, как если бы шайтан из твоего рта не вынул. Не-не-не. То есть мы можем перевести, если бы не было брошенной изо рта шайтана земли или земли, тот шайтан лен, может быть, кстати, и к мыштыз относится. То есть можно тут вот так сделать, что шайтан лен и мыштыз куштем, что вот это целиком причастный оборот. Если бы не было земли, выброшенной изо рта шайтана. Угу. А вот если бы не, за что отвечает? То есть где мы здесь видим, если бы не? В чем оно выражается? Луис... Эйке луисал. Эйке луисал, ага, понятно. То есть луисал был бы, а эй дает отрицательное значение. И вот во второй части был бы, да, луисал, чушка это ровный. Ровный, да. Так, как сковорода. Да. Табакать. Вы про чушкыс говорите сейчас? Перед чушкыс. Табакать — это сравнительная конструкция, да, кать, а таба — это сковородка. Понятно. Так, музьем. Ой, тут ошибка есть, я вижу. Нет. Так, на земле было бы... Вань, не вылын музьем. Земля ровная, это имеется в виду? Что во всем мире земля была бы ровная, как сковородка. Угу. И Беркуметия, Людмила. Ой, нюк йосно пьесно, баджим гурич йосно, ой эйлу салзы. Леса, нюк йос, лага гапьёс, не знаю. Ну, нюк йос, это овраги буераки. Овраги. Да. Но большие горы тогда бы не получились. Да, не было бы. Да? Не было бы их. Да. Нюкети гопети есть такое выражение, которое, ну, как бы повод южанам посмеяться над северянами. Нюкети гопети. Вот смотрите, это переходный падеж, да, суффикс ти по поверхности, да, вот воды у нас где было. И северяне его произносят без твердости. То есть они говорят ти, оти, тати, нюкети гопети. И поэтому южане иногда смеются над северянами и говорят, ай, со нюкети гопети, типа, ай, вот эти. Да? То есть не только бен, вон есть разница, а еще вот это есть, нюкети гопети. Вот, понятно, да? То есть вот текст про создание интересный текст, между прочим. Сотворение Земли, да, то есть, что был мировой океан, что Инмар заставил шайтана спуститься на дно, поднять землю. Вот, у финно-угорских народов вы знаете, что в такой функции шайтана выполняет роль кто или что? В Кале-Вале тоже, по-моему. Уточка? Правильно, утка, да, утка, поэтому у утки вообще особый культ финно-угорских народов. Вот мне интересно, Оля, у вас у эрзян есть такой миф, легенда о сотворении мира, и что интересно, там, кто там
Ну, я не очень хорошо. Вообще, да, есть тиненармуния, птица, которая как бы тоже любит изображаться. И, ну, наверное, такие же корни, как и есть. Тоже, наверное, водоплавающая, да, птица? Да. Утка или лебедь. Мгм. И вот У смотрите, башкир, кстати. У тоже, башкир да? тоже есть, да, но у них это скорее, то есть у них скорее это от марийцев и от удмуртов пришло. Мгм. Вот смотрите, вообще есть вот такая книга «Зарни Клещ». Она есть у меня в отсканированном, по-моему, тоже виде, и она идет с переводом на русский язык. Он не буквальный, то есть не так, как мы с вами разбирали, он такой литературный перевод, но здесь как раз мифы, связанные, ну или с удмуртской мифологией, да. И тут вот в начале как раз идет вот этот сказок «Сотворение мира», потом еще тут масса других. Вот я, если вам интересно, вам тоже могу прислать, и вы почитайте, посмотрите тексты. Может быть, мы что-то еще из этого возьмем, потому что они интересные, просто немножко сложноватые пока, и работать с ними пока сложновато. Вот. И у удмуртов есть еще тоже такие мифы, которые уже на основе Библии были потом. То есть там есть некий Адам, да, который Уром называется в текстах. Вот, то есть интересно, что есть некоторое влияние уже и на мифы и Библии. Вот, давайте немножко поработаем еще с текстом. Значит, я вам на дом задам предложение на русском языке. Вот, и вам надо будет написать перевод, да, на основе вот этой лексики, которая была в этом тексте, конструкции, вам надо будет сделать перевод этих предложений. Ну, мы, наверное, на следующем уроке разберем вначале, да, вот эти предложения, а потом перейдем к следующему тексту. То есть, я вам еще хотела одно задание дать. Ну, давайте это будет со следующим текстом, потому что здесь будет немножко сложнее. То есть, вам домашнее задание будет новый текст, он будет полегче. И будут предложения на перевод с русского на удмуртский. Да? Для тех, кто вот Оля, да, например, начинающий, или Семен, если вам будет сложно, то вы как бы такие, ну, попробуйте, сколько получится, да, потому что я постараюсь, чтобы это было максимально понятно. Итак, давайте с вами посмотрим, да, я вас попробую еще немножко по тексту погонять. И как будет мир? Семен, как будет мир? Так. Сейчас. Так, я не запомнил. Сам текст название содержит. Дунне, да? Отсюда название удмуртской газеты, как Удмурт-Дунне, да, самая известная удмуртская газета. Угу. Как будет ртом вытащи? Людмила, как будет вытащи ртом? Ой, сейчас не вспомню, Дунне. А давайте попробуем восстановить. Здесь же есть это все. Это есть, и попробуйте самостоятельно. Именным пото. Именным пото я своим ртом вытащу, а ты пото я вытащу своим ртом, да? А именыд поты вытащи. Поты. Да? Как у нас образуется повелительное наклонение? Вспоминайте, у нас берется инфинитив, начальная форма глагола, да, то есть она вот у нас подтыны, вытаскивать. Вообще мы всегда работаем с основой, да, то есть подтыны мы отсекаем ины и получаем основу под, да, под, и мы от нее образуем настоящую форму, например, под пешко я вытаскиваю, да, то есть вот она основа, я вытаскиваю, а повелительное мы, вот в данном случае, раз у нас двойная согласная, нам тяжело, удмуртам тяжело двойные согласные произносить, ее надо разбавить, поэтому
в данном случае нам надо все оставить вот эту конечную «ы», да, по велительном наклонению, поэтому будет «потты», так, и ударение на первый слог, «вытащи». Угу. Смотрите дальше, да, глагол «вашкны». Вашкны, да, по такому же, вашкны, спускаться. Вашкны. Вот, Семен, вашкны глагол, спускаться, да? Так. Образуйте мне от него «я спускаюсь» и «спустись». Две формы. Ну, я спускаюсь в очкишко. Да. Ну, ты, получается, вашки. Башка, да, на первый слог ударения Башка. башка. Здесь мы тоже не можем оставить башк, потому что это тяжело. Людмила, вот глагол «мыныны», да, базовый глагол, движение, идти, ходить. Сделайте мне форму «я иду» и «иди». Мон мынычко и мын. Мын. Угу. Валамон, да, это понятно. Мын мы уже можем использовать без конечной «ы», потому что это единичная буковка «н», она легко ставится. Какие еще? Курыны, да, просить. Угу. Так, кто у меня тут еще из новичков есть? Ну, давайте Олю попросим. Курыны, просить. Как будет? Я прошу и попроси. Мон курышко, я прошу, и кур, проси. Да, все, видите, как бы ничего сложного. Как сказать в воде, внутри воды? Два варианта может быть. То есть один в воде, второй внутри воды. Марк. Чего? Как сказать в воде и внутри воды? Ну, вуын, например, и вупушкын. Да, то же самое шкафын в шкафу и шкаф пушкын. Да, то есть пушкын у нас внутри. И мы, например, не можем сказать адямиын. Мы всегда будем говорить адями пушкын в человеке, внутри человека. То есть адямиын так не говорят. Да, это запомните. И части тела, например, сердце, душа, они все, ну, более правильно их говорить с лично-притяжательным суффиксом. То есть, если нет лично-притяжательного суффикса, это немножко странно смотрится. Например, кто-то мне задавал вопрос, лул, да, это душа. Лул пушкам в моей душе. Реже скажет лулам в моей душе, да, тоже. Лул пушкам все-таки даже еще и лучше, чем лулам сказать. А лулын такого нет, потому что душа, она всегда чья-то, она не бесхозная. Как сказать, Катя, как сказать, ну и ладно, ну и пусть. Так. Ну и ладно, ну и пусть. Ой, да и чокали. Да, ой, да чокали. Угу. Умой. Как сказать, давайте Надю попытаем. Надя, как сказать, и что мне теперь делать? Марк Каромида Али. Да, и макаромни, Али, да. Да. Что-то зависает или у меня, или у тебя. Да, макаромни. Ну, я бы сказала табере. Да, теперь. Угу, теперь. Умой. Так, сейчас. Как будет с трудом, с трудом? Катя, как слово с трудом? Мырде. Мырдем, да. Я хотела сказать макмыр, но это близко по смыслу, но нет. Да. Угу.
Как сказать опухшие щеки, Семен? Алло, Семен с нами? Или Семена нет? Или Я с вами, у меня вырубал микрофон, забыл. Ага. Так, так, сейчас. Опухшие щеки, без пылтаны, без, блин. Вот я уже подсказываю. Я почти, я немножко, нет, я не угадал. Ладно, так, пактылым, да, бамьюсе. Да, ну, это чьи опухшие щеки? Да, а как сказать его, да, опухшие щеки? Ну вот мы и сказали, по идее. Как будет? Бамьюсе это аккузатив, а мне надо номинатив. Пактылым, бамьюсы как-нибудь? Бамьюсыз, да? Почему Сыз. бамьюсыз? Ну, потому что третье лицо. Бамьюсыз. Почему здесь из на конце? А не что? То есть, почему, чему сейчас противопоставляете? Ну, его щеки бамьюсыз, его нос, например, нырыс, да, я сейчас пропишу несколько слов и вспомните это правило. Соленщашкаез. В этом плане. Да. Как бы, почему такой выбор? С чем связан выбор? Так. Потому что это неотъемлемая часть. Да, то есть у нас бамьюсыз нырыс, в обоих случаях из, да, притяжательный суффикс третьего лица, его щеки, его нос. Про нос мы скажем, это часть тела неотъемлемая, бам тоже неотъемлемая, но еще это множественное число. Да, то есть у нас из суффикс, то есть все вариации на идут с частями тела, да, там еще ряд случаев, то есть неотчуждаемая категория, да, так называемая, и множественное число. Например, бусы, да, бусы это поле, бусы. Его колхозное поле, колхозлен, бусы, yes, а поля колхозные, колхозлен, бусы, ос, из, да? Бусы, ос, из. То есть из идет всегда после множественного числа и после слов, которые так называемая неотчуждаемая категория, да, или еще там, например, нунал, вот с кем нунал из, да, желательно вот в таком варианте, но сейчас уже тут очень часто заменяется на as, yes. Умой. Что еще тут вам надо напомнить? Давайте скажем, как мы скажем, Мак, как будет, я не ел никогда. Например, давайте какой-нибудь экзотический фрукт. Когда-то это как нокуно. Да, нокуно. Давайте папайя, например, да? Папайя, я никогда не ел папайю. Так, забыл, как слово есть. Чины. Чин, да, да. Да, переходные. Папайя, да, папайя эз, наверное. Да, здесь, да. Папайя эз, нокуно щимте. Нет. Нет? Нокуно щимте никогда не ел, ну как бы да, но нет. Понимаете, тут опыта не было в жизни, никогда такого опыта. Сейчас вот Николай нам, я чувствую, не терпит душа поэта. Сейчас. Щеме вэлна. Да, я еще не ел. Щеме вэл, да. Папайя знокуно щеме вэлна. Ну, через ЧМТ, по-моему, тоже можно все-таки. Ну, это так носители не скажут.
чисто грамматически может быть приемлемо. Папая знокуно щимте. Например, в данном случае даже папая знокуно щимте адями. Вот если это сделать через как бы вот причастный оборот, это хорошо звучит. А вот как для того, чтобы как сказуемое сделать, не очень. Вот Нет, ну я понял мысль-то, что щемео вел, то есть надо всегда отглагольное существительное. Софи Монтон Щарыш Вунети, он даже не признаешься. Вот ведь. И Монали Вуизья. Ну, Софи нам скажет, мы никогда не были в Париже. Ниноку Нойвал Парижин. Да, можно так сказать, мы никогда не были в Париже, но мы не бывали в Париже, если это через опыт. Как это иначе сказать? В Париже, мы, да? Парижин, но то есть даже вот в там уже скрывается нокуно, да, то есть если вы даже его не скажете, то это уже понятно, что вообще никогда в жизни такого опыта не было. Так. Надя, как сказать, если бы погода была хорошей, то мы бы поехали в лес. Ой. Я забыла слово погода. К Ваське умовый сал, ми парке мы нысал мы. А если все-таки лес? Не лыске. Не лески, да? Тут дырки лусал, ню лески, мы самы. Да, про ню лес надо запомнить, что ню лес, но ню лескин, да, то есть там просыпается к. То же самое, да, щин, но щинмын. Ин в небе, инмын. Умой. Так, мы с Юан Йосты Ваня, у вас есть какие-то вопросы? Что-то недообсудили, что-то непонятно? А вот бог колдыщин, он от слова колдыны произошел или нет? По-моему, есть такая теория, да. Колдыны, колдытыны, все, что связано с созданием. Да, для тех, кто хочет погрузиться в мифологию, есть такой, есть вот мифология, да, религиозно-мифологическая картина мира удмуртов, можете почитать этот... Владыкин. Да, Владыкин. Такой толстый. Переиздана в этом году была, да, я купил. Да, у меня тоже есть переиздание. Вот, так что смотрите, Марка Ришкон, Пожиен, Гурте Уж, Бергтны предложение, счеточко, я даю вам предложение на перевод, но Теляшко был текст, и высылаю вам новый текст, он тоже будет с аудио, да, и для тех, кто еще не присоединился, в Телеграме я запустила канал Удмурткыл, да, там я выкладываю то же самое, что вот мы с вами обсуждаем, то есть текст, один раз в неделю текст выкладываю, но плюс еще дополнительно какие-то тексты или заметки тоже с переводом на русский язык. Так что вступайте, присоединяйтесь, там можно в процессе комментировать, задавать вопросы. Вот, то есть там как бы более регулярный, что ли, удмуртский язык, пусть и вот в таком формате. Значит, смотрите, текст, который я вам отправлю, он будет легче, это первое, да. Второе, я вас попрошу сначала послушать аудио без текста, то есть попробуйте на основании аудио восстановить картину. Может быть, не с первого раза, может быть, 2 или 3 раза послушайте. Вот, 3 раза послушали аудио, на 4-й раз уже открываете текст, смотрите. То же самое, да,
вы разбираете текст, дома переводите. На уроке мы его разбираем, и я вам по этому тексту даю задание на дом. Пирожким договорились, Валамон? Валамон. Все. Таубаджим, на следующей неделе, тогда в час мы с вами также по скайпу общаемся. Оль, Оля, в другое время нельзя никак, да? Нет, вот у меня получается, что первая группа с 11, а вот вторая вы с часа у меня идете. Именно вот в субботу как раз там семья и все прочее. И Я поняла. Ну, может быть, мы перенесем на будничный день, если остальные будут согласны. В принципе, я не против на будни перенести. Ну, будни такая вот у меня как раз будни заняты в основном. Ну, у вас в среду вроде свободно было. Ну, в среду, скорее всего, это тоже будет занято. Ну, так сказать, вот, в принципе, вот в час я как вышел на связь, то есть это удобно. Пока суббота, но будут субботы, когда я буду либо в командировке, если у нас не закроют страну, да, либо, ну, то есть будут такие сдвиги на будни. Ну, это и раньше было. Будни, да, точно. Это да. рутина. Но пока, Людмила, суббота. Смотрите, все будет в записи. Если вам прям вот совсем тяжело, то вы можете посмотреть записи. Конечно, это не то же самое, но вы точно так же можете сделать домашнее задание, разобрать текст. Конечно. И по сути, как бы вы в самостоятельном формате самостоятельно можете то же самое все сделать. Вот. И Семен, Юан, вопрос был? Да, вы писали то, что вы выложите перевод этого текста сегодняшнего. Да. Вот. Он будет или в телеграм-канале, и по электронной почте я отправлю. Все, отлично, понял. Да. Все. Да. Заставки в Телеграме там огонь или... Это печка. Да. Печка, да, значит, я правильно, хорошо. Вот, Таубаджим, Шутецкела, все, счастливо всем. Аслытная рахмят. Чечуэ, дети. Чечуэ. Чечуэ, яен виши, яен перешме.